третья или четвертая попытка. Андрей, привет. Так, Мирон. Ну, в общем, я в шалаше. Надеюсь, кто-то видел, кто-то не видел, смотрел. Я там сказал, что зайду в прямой эфир. С горем пополам получилось зайти. Освещение, фонарик. Ребят, не знаю, насколько хватит. Взял освещение. Вон как горит. Надеюсь, видите, вот. Капец, я не знаю почему. А этот фонарик, он старенький у меня, но хоть подзарядил, но не знаю, насколько он хватит. А этот почему? Вроде пауэрбанк полностью зарядка есть. Не знаю. Ну, в общем, ребят, посижу немножко, поболтаю. Так, Мирон, Бульдозер, свои зрители, Какасик, привет. Утки есть, уток нету, Андрей. Уток нету. Немножко штук 10, наверное, за вечер удалось только видеть. Ну, одни и те же, наверное, налетали. И один косяк еще видел гусей, и все, больше ничего нет. Затопил печку, греюсь, прохладно на улице, как бы прояснилось, безоблачно, и ну, я не скажу, что подморозит сильно, но чувствуется вот эта прохлада. Вот. Ну, знаете, весна ранняя, и, конечно, немножко снимаю тоже фильм, так себе будет, но как будет. И весна ранняя, снег растаял, воды на болоте нету, просто нету уже. Немножко есть, но это мало. Вот. Да, гром, молния настоящая, вот, и ливень такой прошел, прям по дороге ручьи бежали, хороший так. Василий Сажин, привет, Сысоцкий район, привет, привет. Потренос. Ой. Ну, бывает там, как сказать, на морозе и сопли текут. Ой. Салам, Сьямала, привет. Потренос. Нас. Так. Камера, что там? Плохо видно, что ли? Я не понимаю. Привет из Ухты. Ни пуха, ни пера, Евгений. Привет, Евгений. Так, Коля Ухтинец.
Вот Коля Ухтинец тоже раньше как-то комментарии часто писал, сейчас реже стал видеть. Вот, хоть здесь увидел, и то ладно. Олег, привет, у вас холодно сейчас. Да, прохладно. Так, мистер Бим, это качество такое. Да, еле-еле смог вообще зайти. Качество, в принципе, смартфон неплохой, но сегодня это освещение все влияет, конечно же. Так, привет из Печоры, Слюда, привет. Наташа, привет. У нас уже плюс 30. О, отлично. У нас пока холодно. Но, наверное, послезавтра обещают сильные морозы. Так, в шалаше лицензию, да. Лицензию взял. Обошлось, ребят, 2200. 2200. И долго думал, платить, не платить, брать, не брать. И решил и взял, и уже когда с лицензией, то уже ничего не надо бояться, а когда, скажем, не платишь и на охоту пойдешь, ну, это те времена уже прошли, когда мы просто дома брали на плечо ружье и идешь по селу, и никто никогда тебе ничего не скажет, никто. А сейчас такие времена, что если попадешь, уже все. Даже сейчас вот наглядный пример, вот, э, как сказать, с оружием все строже и строже, и с нашего села тоже у одного сейчас лишили оружия на 2 года. Просто он в город поехал и приспичило, или я не знаю, он просто человек сходил в туалет, но ему приспичило, вот скажем, но он по маленькой там, и он под камеру попал как-то случайно. Я не знаю, как это все случилось, и, в общем, его лишили оружия на 2 года за такое нарушение. Так что лучше платить и ходить на охоту. А в остальном это большой риск. Так что такие дела. Чай кипятить, наверное, не останусь в этом году. Что-то у меня в термосе есть, аппетита нету. Взял яйцо, 2 яйца, лапшу быстро, думал там заварить, чай скипятить, заварить. Но я ужинал дома, там мясо там жарили и с рисом, в общем, ух, наелся, и до утра вообще не хочется даже думать о еде. Вот. Так, ладно. Привет из далекого Троицка, который из Москвы был. Пролет хоть один. Уток нету. Сразу скажу, что, как сказать, вечерняя зорька прошла, и жду уже утреннюю. Может, что-то утром будет, но несколько штук летает там туда-сюда, туда-сюда, одни и те же утки. У нас пурга, вот, у нас тоже вот послезавтра что-то подморозит. Но хотя такое вот осадков нету, чтобы вот даже дождя и дождь не показывает. Кто же тот, кто? Так, Олег, скажи, пожалуйста, платишь за путек, когда охота рыболов ничего не делать. Олег, скажи, пожалуйста, платишь за путек, когда охота рыболов ничего не делает для
популяризации. Но я не знаю, ребят, что делается, но э, лучше заплатить и ходить. Я уже повторяюсь. А куда вот эти деньги идут, я не знаю. Что этими деньгами делают. Хорошо смотришься. Ну, я не знаю. Какой есть. Воды нету, Иван Матюшев. Мало. Мало воды. Там в Телеграме маленький ролик я выложил. И ВКонтакте, в чате там тоже в этот ролик я немножко поснимал, как пришел сюда. И туда скинул видео. Так, Раймо, охотник. Привет. Так, Олег, приветствую. Удачи тебе на охоте. В каком селе или деревне ты живешь? Село Нившера. Это мелкое хулиганство считается, да, строго сейчас. Да, мелкое хулиганство, я не знаю. Вот. Ну, блин, я не знаю, как это потом... Сейчас предупреждения просто нету. Вот и все. Сейчас нету предупреждения. Вот как раньше, скажем, на мотоцикле поймали, первый раз тебя предупредили, второй раз попадаешься, уже наказывают. А сейчас нет, сейчас сразу. И самое главное, сейчас за многое лишают оружия на 2 года. Вот это новые законы вот вышли. Вот какое-то где-то какое-то нарушение и лишение сразу же на 2 года. А потом, думаю, все по-новому уже. Ты экзамены сдаешь, там гладкоствольные, ты потом, наверное, стаж опять надо набрать на нарезное. Это дурдом, конечно. Уток нету. Реально нету в этом году уток. И вот не только я говорю, что вот сейчас, вот сегодняшним вечером я что было и озвучиваю. А то, что вот охотники ходят, и все так говорят. Вот в прошлом году очень много, скажем, нормальное количество добывали гусей наши охотники. К этому году очень сильно так прям подготовились они. 2 человек даже знаю, которые взяли новые 5-зарядки, купили, подготовились. Все, уже надежда. Они просто в азарт вошли. Им понравилась вот эта охота на гусей. И в этом сезоне просто какой-то облом для всех. Ну, немножко гуси летели, еще охота даже закрыта была. Вот в те дни я видел. А сейчас охота открыта, и птиц нету там. Все, я уже давно понял, что вкладываться в это дело никакого смысла не вижу. Вообще никакого. Весенняя охота это в нашем месте, где я вот живу, где я охочусь, это невыгодное дело становится. А то, что вот республика, в принципе, большая у нас, Коми-республика. И где-то, может быть, даже и перелеты есть, но и общаемся с другими районами, и тоже, как бы у них тоже такая же картина. Тоже мало птиц. Не знаю, ребят, с чем это связано, почему так. Все резко меняется, и погода поменялась, и ранняя весна, и может еще будут. Охота закроется, и утки пойдут. А мне по барабану. Честное слово, вот это весенняя охота, как бы интересно, ждешь, пострелять хочется. А то, что вот утка сам по себе, для меня это не боровая птица. Я люблю охотиться на боровую птицу.
И охотится зимой тоже вот. Интересно, капканами охотиться. Олег, привет, утка есть. Так, это читал. Надеюсь, что тебе повезет, Олег, с охотой. Ну, если не повезет, я не буду расстраиваться. Может, еще разок схожу на вальшнеп, а сюда все, больше не приду. Тут делать больше нечего. У нас тоже мало уток. Привет из Вологды, Михаил, привет. Олег, есть кто у вас в деревне продает хороший мопед и мотоцикл в хорошем состоянии? О, не знаю. Что-то запахло. Так, ребят, немножко надо жизнь поставить. Запахло рубероидом от печи. Жар идет. Вот. Насчет мопеда не знаю. Мотоциклы, что были уже все перепродали друг другу уже нормального, чтобы вот новье было, нету. Лучше сейчас, ребят, честно, в магазинах недорогие мотоциклы продают. Четырехтактные, они экономичные, легкие и вообще я бы оттуда взял. Так, Андрей Карида, привет. Так, Алексей, здравствуйте. Какой хороший лодочный мотор купить? Хорошее, это, конечно же, на мой взгляд, это Nissan Marine 9.8. Удачный такой вот мотор, хороший. Дальше Suzuki 6, как у меня. Это один из лучших моторов. Но они дорогие, конечно. Но она сейчас под санкцией тоже. Цены очень дорогие стали. Но эти два мотора хорошие. А в остальном китайские они. Если не так сильно, как сказать, ездить по таежным рекам, как я езжу осенью, то китайские выдерживает тоже. А если ездить, как я езжу осенью, то лучше Сузуки, наверное, не придуман лодочный мотор, конечно. Зависает. Что-то зависает вроде как. Так. Привет, ты в избушке на рыбалке, и так подготовка к охоте. Я сегодня в шалаше на охоте уже, на болоте. До Вишер долго от вас спускаться, Евгений. Вишера по дороге у нас, ну, 26 километров. Там село Богородск получается. Блин, вот что-то зависает, наверное. И ну, параллельно нашей реке он идет чуть-чуть западнее, в сторону обманываю, Княж-Погосского района идет. У нас утка есть, мне не нравится весенняя охота. Угу. Видео сейчас покажу. Здесь у меня столик находится, такой складной, вот он на проволоке. Проволоку убираешь, и он на двух навесах, он просто вниз потом спускается. Здесь печка самодельная, труба идет. Вот тут. В этом году из досок такую крышу сделал. Это я все убираю. Это сейчас на ночь только вот так крышу поставил и эти две доски. Вот.
Шалаш был маленький, вот до сюда. Вот. Здесь дверь. Тут уже получается нары. Вот до сюда было. Потом, не помню, уже пару лет назад, наверное, я еще дополнительно, вот не видно, конечно, она дополнительно еще удлинил. И сейчас я здесь просто на весь рост ложусь и отдыхаю вот на этих нарах. Здесь дрова в мешке, это я все убираю и уже вот. Ну и в принципе здесь у меня рубероид, такой вот спасательный жилет от лесопункта старый, он как бы пенопласт и спинка. Ну, от пенопласта тепло, хорошо. Крыша немножко протекает, надо отремонтировать. Или вообще сжечь этот шалаш и забыть про это, весеннюю охоту. Вот, одно из двух. А так уже много-много лет охочусь тут, в этом шалаше. Шалаш начинает гнить, тоже вот доски. Вот здесь у меня сегодня просто оторвало гвоздь или саморез там было, просто бух. Потом прибил новый гвоздь вот тут. Удобно сидеть, в принципе. Вот в мой рост вот сижу с комфортом и до головы еще до потолка где-то сантиметров 8 примерно. Под крышей, конечно, когда вот дождь, но всякие погоды были, и в снег сидел, и в дождь, и в ливень, и всю ночь дождь шел. Ну, и бывает, там дождь идет, и утки стреляешь, и стреляешь, стреляешь, стреляешь. Просто кругом вот уже ничего не видно, ты ночь коротаешь. Все открыто у меня было раньше. Никакой печи не было. Круговые утки кричат. Все было интересно было. А сейчас вот ты с комфортом с печи, с печкой, там, с телевизором, можно сказать, сидишь, а дичи нету. То же самое и вот, скажем, по другим охотам. Оптические прицелы купил, и карабин купил, и оружие на любой вкус уже, что вот душе угодно, что то и покупал. Раньше охотился гладкоствольным, добывал много чего. Сейчас у меня есть и дорогой карабин с оптическим прицелом, и оружие там. Но вот видишь, сидишь и не в кого стрелять. Вот такая жизнь, ребят, пошла. А шалаш, тема хорошая. Сейчас как бы раньше, вот знаешь, один момент. Давайте вернемся в былое. И немножко отойду от темы охоты тоже. И я люблю смотреть, уже несколько раз пересматривал фильм про Демидовы, наверное. Это первый еще в те времена. Демидовы, наверное. Они металл там на Урале, там что-то металл, из металла пушки вот такие делали. И они ездили на этих лошадях зимой. В шубе, скажем, в этом, как же, на лошадях, что у них на санях там, блядь, из головы вылетело. Ай. Вот. И там они вообще мерзли. Они занимались металлом, льют металл, делают все из металла, скажем. А обычную буржуйку они не догадывались делать, чтобы вот как-то не мерзнуть, ездить. И в то же время мы тоже охотились. До нас деды охотились, и отцы, и прадеды охотились тоже в шалашах, тоже из елок там шалаш сделали, там ночевали там под елками возле костра. Но они не догадывались сделать, скажем, обычный хоть
простой какой-нибудь шалаш из досок или же обычный из брезента шалаш и поставить туда маленькую буржуйку. Вот почему-то вот не догадываемся, почему вот сейчас, куда ни глянь, вот пойдешь на озеро, у нас есть озера, тоже на болотах, и куда ни пойдешь, там не просто шалаши, а там все шалаши сейчас из досок и с печками. Просто вот раньше мы охотились тоже на вечернюю зорьку, сидели там на вечерней зорьке, потом стемнело, мы шли в лес, там возле костра вот эти 3 часа или сколько там до рассвета, 4 часа вот сидишь там, бывает там моросит, дождь идет, и так проводили время. А сейчас вот у всех эти печки, печи. Ну, печка это так, быстро на скорую руку сделал из этого. Сейчас покажу, как неудобно, блин, дрова закидывать сюда. 15 сантиметров шириной вот эта труба была, кусок. И на скорую руку вот так приварил. Ну, опять мычит эта птица, блин, какая-то непонятная. Прям реально как бык кричит там. О, блядь, горячо. Там, наверное, вы уже в комментариях написали там, блядь, как же это называется, вот, карета, наверное, лошадь, карета, где сидели вот эти богатые люди. Ну, бывает, я забываю слова. Вот не могу сказать и все. Обычно простые слова не могу сказать. И это не глупость, которые вот некоторые вот считают, что там глупый человек или еще там. Ну, пускай так думают, конечно, это их дело. Но бывает, я забываю некоторые, вот в голове есть, а выговорить я это не могу. Так, ладно. Жалко животных. Так. Олег, привет. Все хорошо, привет. Иван. О, Василий, привет. Рад тебя видеть в прямом эфире. Привет из Кирова. Кирова отдельный привет. Там много у меня подписчиков с Кирова тоже. И производители трицикла и мототолкачей там как бы немножко познакомился. Виртуально, конечно, тоже в интернете, но передаю Лёшке привет, Диме привет, там подписчикам вот, компании «Снежный регион». Тоже, как бы, знаете, вот я не знал и, как сказать, комментарий мне напишет, написал вот Дима. И потом я присматриваюсь в странице, и что-то вот похожее лицо. Видел я его в этом, как сказать, а, когда они на производстве, я имею в виду, когда ихнее видео я смотрел там, и потом спрашиваю у него, да, говорит, я там работаю. Понятно. Вот там людям Василий и компании «Снежный регион» отдельный привет передаю тоже. Ханкай мотор как. Он дешевый, даже в Озоне вроде продают. В нашем селе покупали один мотор, на может, два.
но слабенький, слабенький мотор. Но вот когда тяжелые времена у человека, человек не может, скажем, купить дорогой мотор за 100 тысяч. Вот если я в таком положении, и я бы не отказался от этого Ханкая. Я знаю, что он плохой, все равно бы купил и ездил бы, наверное, как-то медленнее, что ли, не лихачил, не газовал. И думаю, все равно он будет возить человека. Если вы покупаете, скажем, китайский мотор, слабенький, я имею в виду, уже отзывы есть, что он ломается, и начинаете вы от этого мотора, как сказать, ждать, что он вам даст, как сказать, будет ездить, и огонь, и воду пройдете с этим мотором. Так не будет. Может, я ошибаюсь. Может, и он, наоборот, крепкий мотор. Я не знаю. Но в нашем селе вот даже знакомый, хорошо знакомый мне человек вроде купил. Вроде купил. Надо пообщаться с ними еще. Реже стал я его видеть, но надо поспрашивать. Еще один мотор, ребят, я забыл сказать. Третий вид мотора, который я вам могу порекомендовать, это Nissan Marine, что я уже сказал, Suzuki и HDX, HDX5. HDX5. Он, между прочим, не такой сильно дорогой. HDX5 двухтактный мотор идеальный. Идеальный. У него тоже подводный редуктор крепкий, мощный, 5 лошадей будет идти как 6 и может чуть-чуть даже больше. И он не такой прожорливый, он даже тоже экономичный. HDX5. Чуть-чуть не забыл сказать. Да, вот эти моторы я вам рекомендую. Suzuki 6, HDX5, Nissan Marine 9.8. Вот. Так, утка будет сегодня? Не знаю, пока нет у меня. Так, Олег, поздравляю тебя, 90к подписчиков, потихоньку растет канал. Да, Василий, у меня, между прочим, 90 уже было. Где-то полмесяца назад или, может, месяц назад. Потом где-то на 15 человек как-то разом все отписались. И сегодня я тоже видел 90. Ну, пока, как сказать, не сдаемся, записываем видео. Кто смотрит, смотрит, кто нет, так нет. Здоровья, минутка не добыл. Сегодня ничего не получилось пока. По нулям. Демидовый род, да. Интересный фильм. Рекомендую посмотреть. Это старинный фильм, но очень интересный. Я люблю вот такие фильмы смотреть. Там как бы интересно. Надо посмотреть вам, если не смотрели. Привет, поздравляю с Днем Радио. Так, с наступающим Днем Победы вас всех. Да, скоро уже праздник. Я тоже уважаю 9 мая. Люблю, вот как-то расслабляюсь. Я вам говорил уже не раз, что я люблю праздники Верба, Пасха и 9 мая. Новый год — это для меня так себе праздник. Некоторые вот Новый год ждут, но вот там тоже каникулы, и
радость тоже зимний праздник, но у меня вот 3 праздника, которые вот я уважаю по-своему как-то. Ну и наше поколение выросли, воспитаны так, что 9 мая, конечно же, мы всегда ходили там с шарами и праздновали. Что-то отопление у меня. Так. Так. Там что, болото, разве утка не летала? Ну, утки летают, но мало совсем их. Так, Юра, привет. Боже мой. Так. С чатом Олег и ночью веселее пойдет. Пусть и утки не будет, все равно хорошо. Да, Евгений. Так, сейчас, ребят, смс там какой-то был. Василий, спасибо за донат. 1000 рублей отправил мне Василий. Поддержка. Так. Василий, спасибо за донат. Еще раз. Каждый раз поддерживаете меня. Так. Не ты один, это у всех так. Бывает, даже если рассказ лошадиный. Так. Рассказ лошадиная фамилия, все. Как? Звали одно так. Лошадиная фамилия. Все забыли, как звали одного там. Так, привет из Айкина. Привет, Айкине. Татьяна. Сказать не можешь, потому что разговариваешь больше на коме. Знаете, вот, Юра, нет, я, наверное, такой человек. Вот я посмотрю на односельчан. Некоторые общаются, ну, я не знаю, но вообще не ошибаются ни в чем. И с акцентом, русским акцентом как-то разговаривают. У меня старший сын вообще, он как бы насчет русского языка проблем никаких нету. Да, и младший он тоже, будь здоров, разговаривает. А я вот такой, и уже не исправить. Не получится у меня хорошо чисто на русском разговаривать. Все равно у меня какой-то акцент есть. И много ошибок у меня. Ошибки много. И много слов там могу там что-то намуклевать. Ну, такой и какой есть. Привет с Чернигова. Привет, Юра. Вам еще везет. У нас мобильный интернет отключен постоянно в Вологодской области из-за БПЛ. Все понял, конечно. Скорее бы уже это все закончилось, ребят, и наступил там мир, и как-то терпение нам всем. Так, самый лучший лодочный мотор Honda. Не знаю, честно, вот насчет Honda не могу сказать. Honda у соседа Николая, у сына, наверное, Honda была. Один раз помню, на ремонт возили, я не знаю, что там было у него. Да и у меня Suzuki 6. После покупки ровно 8, так, подожди, 8 часов, наверное, я накатал, и у меня искра пропала. Это было.
что я тоже вам говорил уже. Вот у меня давление зашкалило. Ребят, 50 с лишним тысяч, наверное, было. Но это уже как бы прилично давно. И это для меня дорого было. И заплатил, и новый мотор, у меня искра пропала. Капец, я нервничал, конечно. Ну, там магнитос сгорело, потом по гарантии поменяли. В чем терка? Да все про все. Так, не за того, не так. Блочить таких надо. Самое главное в душе быть русским. Так, ух ты. Фонарик, наверное, быстро разрядится. Пошел, привет. Рад видеть всех ребят, кто зашел в прямой эфир, гости. Вообще, большое спасибо вас за ваши просмотры, конечно же. Я делаю свое дело, и вы тоже как бы поддерживаете, смотрите. Сейчас у меня фильмы в основном были походы, сбор чаги. Там еще, сюда, наверное, еще не выкладывал. Трехсерийный фильм на лодочном моторе ездили там за тягой. Дальше в планах, вот сегодня я здесь, а дальше в планах у меня вторая изба. Пока вода большая, хоть один раз надо съездить. Обычно я 2 раза весной езжу, а в этом году у меня в планах ремонт не хочу делать. Думаю, там все нормально. Нижние венцы я имею в виду. Сейчас вот продукты туда увезу, чтобы, скажем, ничего не знаем, что будет осенью. Не знаю, какая вода будет. Может, завалы будут вообще непроходимые и невозможно будет ездить. И уже, чтобы осенью или на трицикле туда, или же пешком, я имею в виду, ходить. Ну, конечно, самый лучший вариант это лодка. Ну и каждым годом все труднее туда ездить становится. Так что, если все хорошо будет, обязательно сходим, съездим до второй избы. Так, пошел. Да пока ничего нету, не в кого стрелять. Так, прошу прощения за диспут, за политику. Выше писал один. Да я про политику вообще не хочу тему эту затрагивать. Нафиг это нужно. Так, покажи мне, как нагревается плита. Какая плита, Пашок? Здесь или что за плита? Сейчас подкинул дрова, тепло будет. Время интересно, сколько уже? 20. Так, 11. Еще 2 часа примерно до рассвета.
печка. Печка же написала. Что за... Где я написал? Так. Но я не видел, что вот именно про печку где-то что-то написано было. Олег, хватит игнорировать про восход. А что за игнор? А что там игнорировать? На рыбалку ходишь? Нет пока. Рано. Вода упадет. Там уже есть такой вот момент будет, когда будет елец подниматься. Надеюсь, поднимется. Вот тогда на удочку хорошо он клюет. Я недалеко от села. Отсюда вышки видны. 40 минут ходьбы. Так, прошу прощения, запишите, пожалуйста, звук природы успокаивает. Так. Но, Пашок, вот покажи мне, как нагревается плита, здесь написано. Печка же написала потом. Второй комментарий. Про плиту, насчет печки, сейчас я уже показывал, в принципе. Вот она. Если здесь про эту печку. Полный обзор. Чуть-чуть ранее полный обзор показал шалаша, там посмотрите. За сколько продашь восход? Все, уже у меня восхода нету. Этот вопрос уже закрыт. Восхода у меня больше нет, ребят. И также нету уже мотособаки Альбатрос X, ой, не X, а L8. Все. Кто не успел, тот опоздал. Так, как поживает Тулан? Нормально? Все нормально у него. Вот сейчас на лодке в поход ходили. После этого он дома. Целыми днями на солнце греется. Я его отпускаю. Он во дворе лежит там. На привязи, конечно. Но он не в будке, а на улице просто он гуляет. Сегодня какая-то собака еще подходила. Не знаю у кого. Так. Восход у другого хозяина. Вот такие дела. Почему у меня в планах было, я об этом в прошлом году уже говорил, и в этом году, наверное, еще тоже озвучивал насчет этого. Он мне не нужен, поэтому все, решил, и уже больше его нет у меня. У меня сейчас в наличии трицикл, я на нем езжу. На восход у меня 96-го года, наверное, даже. Верой и правдой служил вообще без проблем. Он восход некоторые как бы не уважают, считаю, что плохой мотоцикл, но сам по себе он хороший мотоцикл. Так, Олег, а почему тебе не угодное сообщение не читаешь, а люди видят?
Но это уже мое дело, что читать, на что отвечать или нет. Комментарии, вопросы всяко разные. Похоже, Пашок не на русском языке клавиатуры пишет. У вас, Олег, так YouTube переводит. Я вижу текст без перевода. М. Т9, наверное, там клавиатура тоже там у многих многие пишут, потом жалуются там. Но ты когда большой текст печатаешь, там печатаешь, не читаешь, не просматриваешь, ты опубликовал, а там потом перечитываешь и там увидишь, там хрен пойми, что написано. У нас черемуха уже зацвела местами. У нас вот как бы, ну, зелень немножко там набухла и не распустилась еще, и не распустились еще вот эти листья. Так, Олег, привет, сам откуда родом? Коми? Здесь вот и родился, в нашей больнице здесь, у нас в селе. Я не приезжий откуда-то еще. Я здесь родился, вырос, живу, никуда не переезжал. Все время здесь. Так, как Викторовна живет? Нормально? Сейчас дома ремонт делали, обои клеили. Нудно занятие, конечно, это все. Не люблю. Когда еще стены неровные, это... Сейчас, конечно, если так взяться, нормально можно ремонт сделать капитально. Потому что все стройматериалы есть. Гипсокартоном там, если сделать, то ровно получится. Я из Карелии. Я был тоже в Карелии. Там после учебки там 2 месяца служил возле Онежского озера, часть войсковая, военная часть. Красивое озеро, понравилось. И утки там, пруд был возле гарнизона. Даже в гарнизоне, наверное, был. Там кряквы зимовали. Для меня это, конечно, удовольствие было за ними наблюдать. Белки там, просто куча белок бегают, утки там в пруду плавают, карело-финские лайки бегают. Так, летом, не знаю, пошел отдыхать, отпуск. Не могу сказать, пока планов нету. Другие планы, ребят. Планы другие. Будни Олега там будете, если что, видеть, что будет происходить. Так, привет, не скучай, Бог помощь, как Тулан в этом году планируешь? Удачи, Лида? Нет, пока не думаю. А нет, я не скучаю, все нормально. Я, знаете, вот сейчас я привык рано вставать и рано ложиться. И после 8 уже начинает вырубать. И вот сегодня вот там сижу всю ночь там. Так, Петрозаводская, в столице был. Да, был.
О, тепло, хорошо. Балдеж. От печи тепло идет хорошо. Да, тепло. Ну знаешь, вот печка потухнет, и уже сразу вот, ну, везде открыто, щели тоже, и остывает быстро. Сегодня смайлики непрерывно летают. Вот такие в углу, которые поднимаются. 38 зрителей. Лягушки уже проснулись, между прочим. Лягушки квакают. Куликов вообще нету. Я говорю, странно все как-то. Куликов нету, мало их. Пару штук летает и все. А раньше как, ну, вообще гудело. Вот после ночи на болоте домой придешь, и в ушах еще гул от этих куликов, от криков этих. А сейчас как-то вот, я сегодня пришел, и там пару штук летает, мало их, просто мало. Гуси летают? Нет, гусиных перелетов вообще минимум, вот какие-то вот шальные, шальная стая там пролетит, за целый день может одна штука, один косяк. Сколько лет вот я живу здесь и охочусь. В 2000 году, наверное, было. В 2000, наверное. Осенний перелет гусей. Вот тогда гуси действительно летели. Сутки непрерывно. Сутки не переставая. Косяк за косяком. Партия. Вот сутки. Просто на тысячи или миллионы штук пролетели через нас. Вот тогда перелет был мощный, настоящий. Ой, основная уже улетела на север. Да. Но 9 мая как бы бывают тоже перелеты, но основная уже, да. Прошлые выходные. Может, еще будут они, конечно. Но наверное, чуть-чуть стороной где-то летят. Вот если от нас взять западнее, там на Чили 100 километров от нас. Там сумасшедшие большие болота, и Шиндерское озеро на знаком многим. Там еще какие-то болота есть. А на этих болотах очень много этих озер. Вот туда и там, вот скажем, Кирова они отдыхают, потом сюда вот на эти болота прилетают, там отдыхают и дальше, дальше, дальше летят. Да, через 3 часа светло будет. В час, наверное, уже после часа уже начинает расцветать. Нет, не дедушка еще. По возможности приезжают, конечно же. У нас много гусей. Вот видишь, где-то есть, где-то вообще нету. В интернете там смотришь, некоторые охотники тоже добывают просто очень много количества гусей. Ну, значит, у них там есть.
Ты сам с какого года, Олег? Я 76-го. 50 лет исполнилось в апреле. Ровно 50. Привет, Яха Ветоха. Да, в шалаше сижу. Коротаю ночь, жду рассвета. С 73-го. Наверное, 3 года старше. Охота так себе. Вообще не стреляют. Пускай даже, вот скажем, здесь у меня тихо. На реке вообще за вечер 2 раза услышал выстрел. За вечер. Когда самый вот у нас раньше вот 7-й, 8-й, 9-й самый активный перелет уток было раньше. А сейчас вообще тишина. Во-первых, тишина. И на реках, на болотах тихо. И на болотах озеро недалеко отсюда есть. Там тоже охотники достаточно сидят. Тоже тишина. Да, уже все. Не знаю, вальшнепы будут или нет. Может, на вальшнеп потом сходить как-то. Абхазии тоже привет. Красиво у вас в прошлом году. Или когда мы там были. Или позапрошлом уже. Понравилось. Море чистое там. Немного людно было. Отдыхали в отель Россия, наверное. Высокий, много этажей там, 18 или сколько этажей было. Но море понравилось, блин. Теплое море, чистое. Пляж пустой, людей не так много было. Вот так воспоминания остались. Положительные воспоминания. Всем рекомендовал, и в этом году, думаю, очень много людей в Абхазию поедут. Так, ладно, братуха, все, хорошего отдыха тебе, Олег. Подписался. Спасибо, Вадик. Как бы там ни было, насчет интересных фильмов, я не знаю, как получится, но фильмы все равно будут. И многие как бы привыкли уже, и после работы все равно будет что смотреть. Стараюсь хотя бы через день выкладывать фильмы. А на втором канале «Будни Олега» там и почти каждый день. Но стараюсь как бы через день. По возможности. Вот фильм заканчивается, стараюсь сразу же сходить в лес, там поснимать. Многие природу смотрят в основном. А вкусы разные. Кто что смотрит. Кто-то вот просит постоянно больше снимай собаку там. Кто-то в избушку там, быт там. Кто-то природу. Но в основном природу. Людям не хватает этой природы. А в будни Олега там в основном, конечно же, там болтаю тоже. Однообразно получается, я ничего не говорю. Но жизнь такая, что поделаешь. Скажем, если путешествовать, то больше интересного показать. А когда ты в одном и том же месте вот живешь, никуда не выезжаешь. Пока так. Что дальше будет, сам не знаю. Так что смотрите дальше, ребят.
Так, бывал в Нижере, езжу на реку Лумба. Есть такая река. Большая река, блин. Чистая, между прочим. Семга туда поднимается на нерест. В этом году ничего не летит. Ну да. Насчет ягод, Василий, пока не знаю. Вот рано еще об этом думать. Сейчас снег еще у нас не растаял, и вот когда черника начнет цвести, там уже надо прогноз ставить. Желательно, когда черника будет цвести, то пусть снежок еще выпадет. Такой вот хороший. Не глубокий, но все равно. Вот я не знаю, вот когда цветет черника и снег выпадает, урожай хороший будет. Ну, непонятно. Вообще непонятно, что будет. Никто не ожидал, что такая весна будет. Все удивляются, просто все. И сам удивлен, и люди удивляются, старожилы. И... Так что лучше не загадывать, не выдумывать, просто ждать. Что будет, будет. Нет, не удалю. Оставлю стрим, да. Служил в Абхазии, Гудаута. Вот там мы отдыхали в Гудаута. На Вальшне получше осенью. Они тогда жирненькие. Но они, их редко навижу. Они тоже взлетают из-под ног. Просто идешь. Даже не знаю, как на них охотиться, где и как. За лайки спасибо вам. Не знаю, вот продвигает или нет, конечно. Ну, у меня просмотры так, небольшие, но как бы лайки ставят тоже. И знаете, вот в этом, в Рутубе тоже хорошо лайки ставят. Спасибо вам большое. Ставим палец вверх, подписываем на канал, делайте добро, дело, Олег хороший человек. Спасибо. Спасибо за лайки. О, горячо-то как. Хотел новую печку поставить сюда. Новый шалаш построить. И я бы сказал, что хорошо, что я это все не сделал. Потому что видишь, как весна какая. Может, так и будет в будущем тоже. Потому что это не первый год уже. Год за годом все как-то климат меняется. Весна раньше стала приходить. И осень тоже, зима позже начинается. Что? Ну, странно, конечно, вот перелет тут так. Так. Они ночью на лужах сидят прям по дорогам. Ну да. Вот так вспомню, и действительно, вот на мотоцикле, когда ездил,
Вот да, там видел. Мгм. В лесных полянах они там тянут. Мгм. Вот про осень я действительно вот как-то осенних вайшнепов мало что я знаю. Вот весенние они летают там, и слышишь, видишь. Мгм. Близко подпускают. На-на-на. На рыбалку реже хожу. Ну, посмотрим. А уже хочется тоже посидеть, порыбачить. Потому что зимой я мало в эту зиму рыбачил. А летом тоже, как бы, кроме рыбалки, что и поснимаешь там. Конечно же, только рыбалку, если. Борис, привет. Яйцо, что ли, съесть? Изжога сегодня у меня бешеная была. Я не знаю, вот вроде прошло немножко. Ух, капец. Свинину ел, ничего такого. Кетчуп ел. Кетчуп. С рисом. Может, от риса? Какая-то странная птица. Вот мычит прям. Громко-громко. Вот просто так подумаешь, как будто, блин, олень как-то мычит. Если бы не видел сегодня, я бы не догадался, что это птица может быть. Прям недалеко от шалаша сегодня подлетел и сел так, такой звук, как будто маленькая птица села. И начал так, ух, 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 где-то кряква. И он, короче, взлетел, эта птица, и я увидел его. Он чуть больше кулика. А звук такой, вообще жесть. Надо поспрашивать у мужиков наших. Может, видели поближе эту птицу? Что за зверь такой летает? Между прочим, здесь гнездо трясогузки уже полностью уже, только яиц нету. Вынес сюда, а буду уходить, обратно занесу. Заселились, короче, здесь. Так, ни пуха, ни прира. Ну, это как получится. Так, Юрий, привет. Приятного аппетита. На каком избе? Это не избушка, это шалаш у меня. Это шалаш на болоте. Лида, Лида, ты откуда? Так. Нет, не барашка это. Нет, нет. Как бык. Реально как бык мычит. Громко. Очень. Я не знаю, что это. Типа барашка это тоже летают, это кулики. В основном вот вечером. Да, надо услышать.
Вот так и живем, ребят. Ну, охота такая вот. Тянет все равно, как ни крути. Ну, загорелась. Тепло, хорошо. Вуп. Поищу в интернете. Поищу в интернете звук этот. Если найду похожий, как-то я этот в чате или еще вот выложу этот звук, что я слышал в чате ВКонтакте, может, эту птицу. В чате ВКонтакте есть чат. Ну, создал, я не знаю, вот люди просят, я создаю для общения. В Телеграме там общаются. Ну, Телеграм забрасываю, потихоньку забрасываю. А ВКонтакте, пока ВКонтакт работает, там удобно. Поэтому и как бы призываю, чтобы подписались тоже. А найти чат ВКонтакте, это зайдете в мою группу там ВКонтакте на природе в коме или же будни Олега. Там ссылкой найдете. Да здесь, наверное, в описании, не помню, там оставлял или нет. Ну, общаются люди там. Всяко разные темы там бывают, затрагивают. Даже бывает ругаются, что я не очень люблю. Вот. Выпь. Вот запомнить надо выпь. Выпить. Так. Лида. Мирного неба, да. Олег, где доширак? Походный. Я взял с собой. Взял на этот. Не хочу. Просто не хочу. У меня яйцо есть. Даже пить чай не стану сегодня. Что есть в термосе, я съем, попью и все. Но я взял, как бы, вот он. И знаете, как бы не судили меня насчет этих бич-пакетов, ребят, это одна из самых лучших, что придумали в человечестве, наверное, для человека, и это выручалка. Можно, конечно, и тоже этот, ничего хорошего в этом нету, но в меру надо и нужная вещь. Потому что вот на охоте чуть что там проголодался, скипятил воду, там залил, и вот тебе горячий суп. Съел, и вообще здорово. Сейчас последний поход у меня был, там у меня яйцо тоже было и сосиски. И я там вспомнил про пюрешку. Блин, вот было бы пюрешка, там я заварил бы горячий кипятком. И вот тебе горячая еда. Да, понимаю, что можно там маленький термос взять с широким горлышком, вот, где можно с собой взять и суп, скажем, и что-то горячее, любую еду.
все это можно. Ну и можно на скорую руку там бич-пакеты заварить. Что тут такого? Я ничего такого я не вижу, что вот стрёмного, я не знаю, пошлого, или я не знаю, что еще там добавить. Вот те, которые вот пишут, что там Олег бич-пакет ест или еще, она меня смотрит тоже, вот заварил там бич-пакет ест, и мне вот пишет такое. Я бывает, ну, один раз увидел, знаете что, я вот в Лукойле заправлялся, я пошел платить, и там смотрю в окно и вижу там рабочие, вот просто что-то там в Лукойле приехали, делают, работают, и у них обед, наверное, я попал, вот такое вот время обеда. И там 3 или 4 мужика просто сидят и вот это пюре кушают. Даже не помню, даже без хлеба или с хлебом они ели, я не помню уже. Думаю, вот, ну, тоже кушают и кушают. Конечно, ты когда физически работаешь, физически, вот реально ты когда работаешь, и если только вот это пюре съесть, это несерьезно. Это если на работе, это полноценный обед нужен. Первое, второе это суп, и второе хоть что там, гуляш там с рисом, с гречкой, или же котлеты там, или еще. Но вот только если пюре, ну это... А так вот, скажем, на охоте там сидишь, мало энергии тратишь, там заварил, нормально. Вот такие дела, ребят. В таком мире живем, в таком время живем, что все делается на скорую руку, быстро и, в принципе, удобно тоже. Раньше старые фильмы, если посмотреть, что у них там в обед? Кефир, молоко, хлеб, батон в основном в фильмах там видишь, там батон и молоко, кефир, вот что-то вот такое, и яйцо тоже, сало там бывает, там показывают. Так, у меня видео ВКонтакте тормозит почему-то, в Телеграме сейчас хорошо стало. Ну, это я и поэтому и там выкладываю. Но в Телеграм у меня сейчас тоже где-то 200 человек отписались оттуда. Не знаешь, как удержать просто зрителей, не знаю, где лучше. Для меня там, в принципе, выгоды никакой нету тоже, и заниматься неинтересно становится. Лида привет передает. Бич-пакет с яйцом фирменное блюдо. Вот именно, вот, который вот не такой бич-пакет, а вот пачка, который ролл там, обычный бич-пакет. Вот, вот это да, с яйцом просто офигеть, бомба. Нравится тоже. Но это как бы, чтобы немножко обмануть голод. А если уже нормально, по-человечески есть, то это, конечно, уже нормальная еда нужна. Пища богов. Лида, привет. Рудольф, привет. Рад видеть. Гусь нет, не летит. Но гуси летели как бы в конце апреля. И ну, 1 мая в основном вот так вот первые перелеты. Потом 9 мая они летят. И еще 3 волны таких раньше было. А сейчас в этом сезоне все стороной где-то идет много-много, стороной много-много километров. Так, Мирон, пока. Да, и я, наверное, буду, ребят, тоже закругляться.
просто где-то сейчас время сколько? Где-то часик я просто полежу, отдохну тоже. А там... Так, Олег, расскажи рецепт гнезд белым сыром или это Клариса Викторовна. Это Викторовна там все делает. Я не могу сказать, я просто не видел даже, как она приготовила. Я только вот когда съел, я почувствовал, что это очень вкусно. И Василий, вот, советую, вот сделайте тоже, я не знаю, белый гриб и вот котлеты из свинины, что-то вместе, если сделаете, вам очень понравится. Да, давайте, ребят, будем заканчивать сегодня. Посидел, давно уже прямо эфир не ходил, и уже по традиции, как бы, уже несколько лет в шалаше тоже включаюсь, и в этом году тоже удалось, включил. Первое не получалось, там 2 раза, наверное, вот 3-й раз получилось. Фильм будет, хоть какой там, какой получится, такой и покажу. Как пришел, как ушел, что, как получится там, стрелять или нет там, потом уже посмотрите. Вот. Ну и в дальнейшем также, если все в жизни будет так, как запланировано, то в планах у меня сейчас съездить до 2-й избы, пока вода большая. А там дальше как пойдет. Ладно, давайте. Всем удачи, всех с наступающим, с праздником 9 мая. Всем мира и добра. И самое главное, всем здоровья. Всем удачи. Пока, до новых встреч. Ждите мои фильмы. Смотрите, поставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Еще бы как-то выключить